Итак, мобилизация в России. Что это такое? Короче, можете по пунктам, россияне, себе записать, что это будет. Во-первых, будут забирать всех подряд. Через неделю, это максимум, они уже будут на нуле. Они уже будут схлестываться с нами, солдатами, которыми уже, в данном случае, уже полгода а люди по 8 лет уже воюют с опытом, с вооружением, с тактикой, с понятием. И поверьте, косим мы всех не слабо. Если даже отправят вас на месяц, это, наверное, максимум, на обучение, то поверьте, за месяц, за 2, за 3 невозможно сделать солдата из агрария какого-то, из программиста, из блогера. Вот, чтобы вы понимали, нас 2 месяца обучали, но основное обучение, которое было реально, которое я применял в бою, я в бою и с опытом это мне пришло. И это ни один теоретик не расскажет, какая мина у вас летит, какой снаряд, как надо прятаться, как надо накладывать турникет, как стрелять, с какой тактикой, если на вас нападают, что вы делаете, при атаке, что надо делать. Это теоретик не расскажет. И поверьте, люди, очень много, те, которые без опыта, когда их кидают на ноль, они живут, первые 15 минут, очень много сразу косится их. Те, которые обучались месяц, многие и ночи не переживали. Поэтому, чтобы вы знали, то, что вас набирает как пушечное мясо. Нам по барабану. У нас количество патронов на вас одинаковое, чтобы вы понимали, когда на нас идет цепью нападение, они идут через каждые 5 метров, там, допустим, а-ля 30 человек. И мы делаем пулеметом очередью вот так и косим. А если вас будет там не 30, а 100 человек, то вы будете просто плотнее. И все эти пульки, которые мимо проходили, они все будут лететь к вас. Количество снарядов, количество взрывов, мин, все остается прежнее. Просто эпицентр поражения, больше будет убитых и раненых с вашей стороны. Вас отправляют просто на мясо. Кроме того, кто там любил в ТикТоке, блогеры писать, ой, давайте мы там пойдем воевать. Прекрасная возможность у вас есть воевать. Вперед, давайте, покажите, какие вы демоны, какие вы терминаторы, что вы рассказывали, мы за Россию, мы там пойдем. Куда? Давай, мы вас ждем, камон. И я еще хочу сказать, как раз родственники, у всех же есть родственники в России, в Украине, те говорили, ой, вас спасают от нацистов. Все, теперь сын и родитель, сын с России, родитель еще в Украине, он сейчас пойдет, что? Убивать их. Брат, который в России, пойдет убивать сестру, которая в Украине. Замечательно. Вот до чего вы дошли. Вот вы теперь поймете своим мозгом то, что я вам еще полгода писал, про родственников писал, что вам надо делать для этого. Кстати, митинги там начинаются. Ну опять это селфи, Посмотрите, как нашего Ивана не везут в автозак. Ай-яй-яй, какая жопа, блядь. Да, возьмите вы сыкуны просто, Возьмите и дайте отпор, дайте пизды этой полиции. Сколько вас, а сколько их. Я в описании видео оставлю ссылки на 2 видео, которые будут полезны россиянам однозначно. Которые я еще предвидел эту ситуацию еще полгода назад. Поверьте, здесь российская армия, остатки ее, вернее, потому что 80% российской армии профессиональной, ее уже нет, мы ее здесь покосили. Теперь там те, которые воевали, они с них сделали сержантов, которые ни хера там так и не знают, что делать. И сейчас добавляют просто новичками, которые ни хера тоже не сделают. Они выйдут, только зайдут на ноль, и им сразу жопа. При первом минометном обстреле, при первой же атаке, им будет жопа однозначно. Поэтому кто там еще хочет, чтобы его сын не пошел, отец, что-то делайте. Делайте для того, чтобы ваши родные остались живы. А нам уже терять нечего. Вы уже нам испортили полгода. Лето прошло, непонятно как. И за это вы будете получать пизды. Вы поняли? Поэтому кто там еще смелый, добро пожаловать в ад